В Республиканской санитарно-бактериологической лаборатории пополнение. Для оказания помощи абхазским коллегам из Ставропольского противочумного института прибыла группа специалистов. Главная задача российских медиков – увеличить объем исследований по коронавирусной инфекции. Для решения этого вопроса составляется список необходимого оборудования, который предполагает организацию второй линии ПЦР-диагностики и обучение персонала. В связи с нагрузкой, особенно ввиду того, что поехали российские туристы, к нашей лаборатории начали подключаться военнослужащие, то есть здесь у нас базируются военнослужащие российские, которые тоже нуждаются в данных видах исследований. Поэтому вот для этих целей и эти специалисты были направлены. Помимо оказания практической помощи, российские вирусологи включились и в процесс проведения тестов. На основе увиденного они сделали ряд важных рекомендаций, которые ускорят работу и увеличат объем производимых анализов на COVID-19. Нашей целью является совместное взаимодействие со специалистами вашей республики в плане расширения лабораторной диагностики в связи с тем, что открыт туристический сезон, необходимо наладить более широкий охват отдыхающих туристов, которые приезжают в вашу республику. В связи с ростом числа инфицированных нагрузка на лабораторию увеличилась, и уже остро ощущается нехватка специалистов. Благодаря помощи российских эпидемиологов, которые с момента приезда работают вместе с абхазскими вирусологами, увеличилось число исследований. Сотрудники Ставропольского противочумного института заходят и на рабочие места и начинают нам осуществлять уже не только, скажем так, моральную помощь или вот именно организационную, но и практическую помощь. То есть они работают вместе с нашими сотрудниками на рабочих местах для того, чтобы увеличить. И вы заметили, что в последние дни мы выдаем не, там, например, 70 исследований, как было это в предыдущие времена, не 100 исследований, а, например, 140, 170. Вот это благодаря рабочему времени или, скажем так, затратам со стороны наших коллег из Ставрополя. Работой единственной в Абхазии бактериологической лаборатории российские специалисты остались довольны, высоко оценив как ее оснащение, так и возможности. Лаборатория соответствует требованиям, которые предъявляются к таким лабораториям. Но, как я уже говорила, необходимо расширить в связи с тем, что увеличился поток отдыхающих и, соответственно, необходимо более широкий охват исследованиями. В связи с этим нами были определены возможности расширения лабораторной диагностики, рекомендовано оборудование, необходимое для этого, и определены новые помещения, которые будут использоваться для диагностики на коронавирусную инфекцию. В ближайших планах создание второй лаборатории в Гагре или Пицунде, районе, где базируется наибольшее количество отдыхающих. На данном этапе российские вирусологи оценивают такую возможность, определяют новые помещения, которые будут использоваться для диагностики на коронавирусную инфекцию, и оговаривают перечень необходимого для их функционирования оборудования. Естественно, необходимость назрела в том, чтобы сделать или вторую линию, или организовать работу каким-то цикличным вариантом, чтобы возможности имеющей лаборатории, а лаборатория пока что в республике одна, увеличить до исследований 100-140 в сутки. У нас достаточно есть обученного персонала с той же, например, республиканской больницы. Вот для этого и мы делаем новые рабочие места, то есть новую линию, которая будет позволять в этих помещениях, в этой лаборатории выполнять больший объем. Группа российских вирусологов и эпидемиологов из Ставропольского противочумного института пробудет в Абхазии до конца текущего месяца.